Послание. Значит, на мой взгляд, послание отличается от других посланий, которые были, тем, что это ярко выраженное, она направлена на будущее. Вот на ближайшее будущее, имеется в виду на 6 лет, да, и на дальнюю перспективу. Вот, ну и он прямо сказал, что сегодня будущее России решается на полях сражений специальной военной операции. И он особое внимание уделил участникам специальной военной операции. Я как понял, все участники специальной военной операции, которые делом доказали преданность стране, родине Российской Федерации, из них будет формироваться будущая руководящая элита страны. И будет создаваться специальная школа. И вот буквально с 1 марта сегодняшнего дня их будут подбирать, обучать, чтобы они стали губернаторами, депутатами, руководителями предприятий. Вот. Поэтому будущая элита – это участники специальной военной операции. Это вот первое. Второе, дальняя перспектива, дальняя глобальная стратегическая перспектива, конечно, зависит от благополучия многодетных семей. Это очень простой демографический вопрос. Он, конечно, про это не говорил, но мы все знаем, что для того, чтобы народ сохранился как народ, значит, да, как популяция, надо, чтобы коэффициент рождаемости, уважаемых женщин, должен быть 2,1. У нас пока 1,8. А в Европе вообще 1,4. То в Европе можно четко сказать, что через 50 лет Европы не будет. Там будет другая мусульманская страна, на радость Ренату. Вот, а он-то и хуже. Во втором поколении. А у нас тоже такая опасность есть. Если будет 1,8 все время, то у нас тоже другая страна через 100 лет будет. Поэтому Путин, я так понимаю, и как руководитель страны, и как человек хочет, чтобы сберечь, сохранить Россию, чтобы Россия развивалась. То есть мы, можно сказать, я считаю, что Россия сегодня начинается с семьи. Если мы семью благополучную, многодетную поддержим, и они будут реально благополучными, тогда у нас будет будущее. Это вот второе. Ну, третье, конечно, это экономические вопросы, да. Я как экономист очень рад, что мы возвращаемся к шестилеткам. Ну, раньше были пятилетки, сейчас будет шестилетний план развития. Вот он так сказал, до 30 года будет разработан шестилетний план развития. И будут национальные проекты. Конечно, в первую очередь, это вот развитие производства, перерабатывающей промышленности, станки мы сами должны делать, вот. И, конечно, фармацевтические промышленности, я не буду перечислять, но вот экономики должны мы с вами вместе укреплять. Вот, начиная с малого бизнеса, заканчивая разными отраслями. И самое главное, да, это, конечно, технологии. Мы должны не отставать, а впереди быть планеты всей в технологическом своем суверенитете. Если мы отстанем, то, конечно, мы превратимся в колонию, технологическую колонию ведущих стран мира, которые овладеют всей этой технологией. А это флаг вам в руки, молодежь. Вы должны как бы одним пальцем управлять искусственным интеллектом. Я уже пользуюсь этим искусственным интеллектом, очень интересно, да? Поэтому вот технологический суверенитет, экономический суверенитет и государственный суверенитет, вот эти все вопросы решаются сегодня и в ближайшие 5-6 лет. Вот ровно об этом послании. Мне, например, так показалось. А все остальные меры, которые там, это, второе, третье, это можно спокойно прочитать, и это будут все как бы говорить. Ну и наша с вами ближайшая задача, как региональное отделение партии, это, конечно, 17 марта обеспечить в первую очередь явку избирателей, и во вторую очередь, чтобы за нашего кандидата Путина Владимира Владимировича, значит, отдали голоса подавляющее большинство избирателей. Вот и просьба всем партийным активистам к этому делу подключиться, потому что вопрос... Вот я в своем поздравлении написал на День защитника Отечества, то сегодня решается вопрос жизни и смерти страны, да? Это не преувеличение. Ну, конечно, победим. Но если вдруг, гипотетически, даже если взять не победим, тогда смерть в стране. Это мы должны понимать. Но мы победим. Поэтому, а для того, чтобы победить, значит, нам надо
твердо нашего лидера, главнокомандующего поддержать. Без этого, ну, ни налево, ни направо. Это нравится, не нравится, но это объективная истина вот, на сегодняшний день. Вот очень кратко, что касается послания. Я приехал позавчера, поскольку, значит, у меня Михаил Сысоевич Туманов